Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится за 7 дней? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим события 7 дней. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить вам на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, начинаем. Как красиво! Тут победа! Победа, флаг высоко вздымается в левой руке, а у ваших ног сидит поверженный человек. Может быть и конкретно какой-то человек, а может быть это воплощение вашей проблемы, да, вот прям у ваших ног, на попе сидит. То есть победили так победили, осадили так осадили. Вас ждет большая победа, большое достижение. Здесь разорванные цепи, еще какая-то маска сорвана будет. Слушайте, ну вы порядок наведете. У вас в руках щит, вернее, в правой руке щит, а в левой руке флаг, победа. Это ваше достижение. Победите кого-то, у кого-то свое заберете, либо, может быть, даже систему под себя прогнете, да? У кого-то еще и система отыграется. Может быть, властимущие, может быть, какие-то организации, учреждения, казенные дома. Слушайте, и цепи разорвете, и маски сорвете. У вас нет оружия в руках, у вас только щит. Вы только умеете, либо правильно умеете защищаться, и благодаря этому там, знаете свои права, знаете законы, умеете отстоять свое право. Благодаря этому побеждаете, да, огромная победа. О вас будут говорить, вами будут восхищаться, и вас начнут бояться. Уважать. Сначала бояться, потом уважать. Вот. Ну, я так скажу, что 7 дней у вас очень судьбоносные. Либо за 7 дней вот это судьбоносное событие, оно не только произойдет, оно еще и на ваше будущее повлияет, на вашу судьбу, на ваше будущее. И вы как-то по-другому себя будете ощущать. Тут прям уверенность в себе, уйдет какая-то боязнь, страхи, сомнения, вот как комплексы какие-то уйдут. Прям когда, знаете, прям открыто так лицо открыли навстречу будущему, плечи расправили. Большая победа вас ждет. Классно. Тут, дай Боже. Вот здесь внизу у нас какой-то человек мчится просто вот во весь опор. Вот как ветер дует на этого человека. Против ветра, наверное. Слева направо человек. Это вестник. Добрый вестник, либо, может быть, даже гость у кого-то отыграется. Человек как на скорости, может быть, с большой скоростью, да, ворвется в вашу жизнь. Ну, тут встречайте, дороги этому человеку открыты. Единственное, какой-то ветер его останавливает, но ветер не помеха. Здесь важно до вас добраться, либо какие-то важные новости вам передать. Вестник, либо гость отыграется. Уже мчится и буквально на подходе. Тут уже как бы ничего никто не остановит. Также здесь показан момент, как избежать чего-то. Вам удастся избежать какой-то неприятности, может быть, беды, может быть, каких-то проблем. Но тут вас буквально интуиция ведет. Вот как на полдороги что-то поменяете. Вот либо откажетесь, там, сделаете шаг, а потом такая: нет, не пойду. Либо кого-то не пустите, да, может быть, не только себя, и кого-то еще можете предостеречь, уберечь от беды. Вот прям интуиция настолько громко вам будет кричать, что вот не ходи, не делай, не связывайся, не общайся, не поступай. Вы ее не сможете игнорировать. Тут и сами избежите, еще кому-то поможете избежать каких-то больших неприятностей. У вас прям мурашки от себя пойдут, вот насколько вы смогли предсказать будущее, либо предугадать очень неприятную ситуацию. Вот прям мурашить будет долго, вот несколько часов, может быть, даже несколько суток.
Да, ну, как бы это же не каждый день с вами случается, что вы беды избегаете, либо близкому не даете в беду попасть. Рашить будет не только вас, но и тех, кто рядом в тот момент окажется. Вот все будут ходить вот такие странные, загадочные, на вас так странно смотреть. Ну и вы тоже как на иголочках сидите и думаете, как это у меня получилось, а как я так смогла, да? Ну, открывается дар, предназначение, возможности, ваш талант. Вот они открываются. И в критические моменты они действительно работают на вас. Просто вам нужно с этим как-то научиться работать, сотрудничать, ну, либо как-то более спокойно к этому относиться. Да? Когда вы напряжены, когда вы стараетесь в каких-то рамках себя держать, конечно, интуиции и дару очень сложно пробиться. Но когда вы расслабляетесь, либо в моменты, да, вот такие критические, как у вас будет, да, ваша интуиция уже берет верх и такая говорит, нет, будет по-моему, нам туда нельзя, либо человеку туда нельзя. Ну, как предскажете и убережете и себя, и близких от беды. Прям такое запоминающее событие. Но я вам так скажу, это может быть и первое, но не последнее событие, а дальше будет больше. Ну, вот как просыпаетесь. Вы просыпаетесь, дар ваш просыпается. А вот здесь нам показывают женщину. Женщина очень много говорит. Женщина просто как, я не знаю, колодец с информацией. Вы с этой женщиной встретитесь и очень много времени вместе проведете. Она вас просто вот на самую глубину, да, опустит. Столько много вам расскажет, столько много новостей, информации, какие-то, знаете, факты, происшествия, события, знания. В общем, вы выйдете от нее, как будто бы вас вот прям прокачали, да, закачали у вас огромное количество информации. С одной стороны, голова немножко будет гудеть, а с другой стороны, вы нужные вещи узнаете, да, нужную информацию получите. С одной стороны, как бы и рада, с другой стороны, вот тяжеловато будет, да, потому что долго-долго, и она без умолку все вам это рассказывает, но с другой стороны, все узнаете. Такая вот болтушка, но болтает она именно важные вещи, да, вот по факту, по сути говорит. Просто 100 слов в минуту, немножко тяжело будет это все как-то усвоить. Но, тем не менее, вы будете довольны. Еще здесь показан какой-то момент, что вы будете к чему-то готовиться, настраиваться, готовиться. И вот, знаете, идет такая информация, что вы готовитесь как будто бы к худшему, либо к самому тяжелому, либо себя изначально настраиваете, что вам тяжело придется. Но когда за дело возьметесь, поймете, что ой, да не тяжело, да легко, да все я это знаю, я это умею, либо у меня очень быстро получается. Вот, немножко как удивитесь. Ну, либо, как там говорят, тяжело в учении, легко в бою, да, вот и у вас так произойдет. Может быть, вы гостей будете встречать, может быть, будете готовиться к какому-то экзамену, может быть, к встрече какой-то будете готовиться. Но вот подготовка, много времени вы тратите на подготовку, но зато будет тут шикарный результат, прям легко вам будет. Дальше с кем-то вы будете переписываться, переписка мне идет. Может быть, личного характера, может быть, деловая переписка. Прям как слова будете подбирать. Вам важно, чтобы вас услышали, либо правильно подать информацию. Может быть, с иностранцем будете переписываться, да, и будете там, не знаю, переводить со словариком, либо, может быть, с онлайн-словариком, да, вот, ну, чтобы правильно мысль свою донести. Очень интересное время проведете, да, подбирая слова, вспоминая какие-то вещи, либо вспоминая там слова из другого языка. Ну, в общем, тут и с пользой, и интересно, и у мозга зарядка идет. Как целый день будете переписываться, может, несколько дней подряд будете переписываться. Но переписка прям такая славная у вас получается. Так, у кого есть муж, ну, либо сожитель, как парень, как их правильно называть. Ну, мужчина, да, это не родная кровь, но как бы родной душой и сердцем. Куда-то вы его будете снаряжать, отправлять, и очень за него будете переживать. Как по важному делу, может быть, ну вот как ситуация какая-то важная на работе, допустим, либо в командировку, да, он у вас очень забывчивый, либо когда он волнуется, он может многое забыть. Поэтому проверьте, все ли он взял, там документы, проездной, что очки, там телефон, кошелек, там все проверьте, девочки, потому что ему нельзя возвращаться, а он может вернуться. Вот. Все. Вот просто берите его, как маленького ребенка собираете. Вот тогда 100% будет все хорошо. Вот. Ну и скажите, чтобы не волновался, что вы за него помолитесь. Да?
Пожелайте ему удачи. Вот, я вижу, что нужна ваша энергетика. Вы можете его наполнить, тем самым зарядив его, да, на позитив, на удачу. Тогда у него все получится. И опять же, благодаря вам он ничего не забудет из важных вещей. Может, документы какие-то, да, ну вот, в общем, вам нужно будет проследить. А он себя ведет вот просто как маленький капризный ребенок. Может, потому что волнуется, может, такой характер у него. В общем, девочки, все как бы в ваших руках, и только вы решаете, будет ли у мужчины встреча успешной, да, либо поездка успешной, либо нет. Да? Вот поможете, не поможете. И он это, кстати, будет чувствовать. Он с такими глазами на вас смотрит, чуть ли не со слезами. Да? Помоги, помоги, я не знаю, я не успеваю, я растерян. Да? Вот как беззащитный даже какой-то идет. Так, дальше. А вот здесь вам кто-то будет напоминать о вашем обещании. Вы кому-то что-то пообещали, но то ли время еще не пришло, то ли вы позабыли. Вот какой-то человек будет вам об этом напоминать, и вам будет это неприятно. Да? Скорее всего, вы помните, просто еще время не пришло, а человек уже, значит, там беспокоится, дергается и вас начинает дергать. Как-то вы грубо можете ответить, и человек может обидеться. Вот. Может быть, даже наперед вы человеку скажите, что вот не волнуйся, я все помню, да, у меня там все записано, чтобы вас не дергали, потому что здесь человек какой-то оголделый, будет постоянно дергать. А вы грубо скажете, потом вообще обидится на вас, да, вот как-то нужно этого момента избежать. Тыква. Вы на тыкве сидите, довольная и счастливая, ну, либо довольная и счастливая, если мужчина смотрит. Тыква – это вообще про ресурсы, и также тыква может говорить про какие-то очень важные покупки. Судя по размерам этой тыквы, это прям много вы приобретете, либо очень крутой результат получите. С собой будете очень довольны. Но здесь вам показывают, что не время отдыхать, а время, например, закончив одно дело, приступить к другому. Скорее всего, у вас очень такие благополучные дни пойдут, вот светлые дни, да, когда дороги открыты, когда вот все получается, свершается, позитивная энергетика, да, вот старайтесь в такие дни как можно больше задач выполнить, да, тогда все выполняемые задачи будут у вас успешны, результативны, покупки будут хорошими, да, не что попало будете покупать, либо там некачественное, а наоборот, вам будет попадаться именно все качественное, хорошее, достойное, ну и результаты будут вас очень радовать. Да, обычно, когда ты успешно сделал дело, хочется вот отдохнуть, расслабиться, но вам этого делать нельзя, вам наоборот нужно прям делать как можно больше, пользоваться атмосферой, пользоваться энергетикой, пользоваться тем, что вам вот в какой-то веке везет, да, либо вам все дороги открыты. Причем как бы еще какие-то дела нужно будет переделать, доделать. Но тыквой вы очень будете довольны. Вот здесь вы с кем-то будете обниматься, я так понимаю, какая-то встреча с добрым человеком вас ждет. Либо с человеком, кого вы давно не видели, да, в приятельских отношениях, либо в родственных отношениях. Прям обнимаетесь, друг другу будете очень рады. Но у вас как-то времени не будет, чтобы поболтать. Вот как на бегу, да, вот увиделись, пару слов перекинулись и разбежались. Вот, но встретитесь, увидитесь. И этот человек, с кем вы встретитесь, тоже для вас как добрый знак. Скорее всего, это будет мужчина, знакомый мужчина. Вот, как знак того, что вы вот правильным путем идете, либо ваше дело, по которому вы, например, куда-то едете, либо бежите, очень хорошо для вас закончится. Так, а еще здесь показано, что кто-то перед вами извиняться будет. Но извиняться за прошлое. Прошлое, которое, может быть, вы уже как-то сумбурно помните, да, обрывочно как-то помните. Какой-то человек прям будет извиняться, вы даже сразу не поймете, за что, почему. А потом, когда поймете, вот тогда вы с этого человека и спросите. Кто-то, вот знаете, вот с кондачка решил у вас прощения попросить за очень серьезный проступок. И это было действительно очень давно. Вот. Как человек сам даже признается в том, что он это все сделал, да, и вот по прошествии там нескольких месяцев либо лет будет просить у вас прощения. Вот тогда вы с этого человека спросите. Не давайте спуску, человек действительно перед вами виноват. Вообще на нем, знаете, как грех даже висит. Кстати, не один. Вот, спросите по-крупному. Это важно. Это важно, вы имеете право, и смотрите, тем самым вы и человека от греха освободите, но и себе какую-то выгоду найдете. Да? Этот человек даже может от вас откупаться. Вот берите откуп. Не просто слова извинения, а берите откуп. Так, еще здесь с каким-то мужчиной вопрос решится. Деловой вопрос, либо личный вопрос.
мужчина как на уступки пойдет, либо мужчина на вашу сторону встанет. Ну, сделает по-вашему, как вы хотите, как вы настаиваете. Тут даже просить не придется. То ли он долго об этом думал, то ли, ну, действительно, вы дело говорите, надо делать так, как вы. И вот до него это дошло, и он такой, ну, типа, соглашусь, да. Как-то вот вы настраиваетесь на борьбу, но борьбы не будет, потому что мужчина сразу скажет «да», либо сразу согласится, либо сделает так, как вам нужно. Как легко, да, с ним будет легко. Также здесь показаны две женщины. Одна другую на руках держит, одна другую защищать будет. Но защищать вот как от вас получается. Да, вот как вступиться за нее, что ли, за другую женщину. Вот они как объединились, да, объединились. И для вас это хороший знак, знак того, что вы понимаете, с кем вы дело имеете. Может, вы думали, что та другая женщина хорошая, либо хорошо к вам относится. Окажется, что они вот одного поля ягоды. Вот сделайте правильные выводы и будете, я вижу, что держаться подальше от этих женщин, потому что они какие-то неблагополучные, странные, психованные, не знаю, вот какие-то неадекватные мне вообще эти женщины идут. Но это хорошо, что они объединились, да? Вам так как-то легче, проще будет с ними общаться. Так, ребенок на спину залазит. Что-то вам придется постараться, чтобы для своего ребенка сделать, либо организовать. Возможно, даже, ну, как-то вот кого-то подключить, да, вот чтобы у ребенка что-то случилось, получилось, либо устроить куда-то ребенка. Вот прям придется заморочиться. Но оно того стоит. Оно того стоит. Все ваши усилия пойдут на благо, ну, и вам, и вашему ребенку получается. Либо вашему ребенку в первую очередь, потом уже и вам. Ну, потому что голова уже не будет болеть. Вы проблему решите, либо дело сделаете. Так, карман. В пустой карман падают монеты. Это хороший знак. Деньги придут. Либо деньги получите. Может, помощь кто-то вам окажет. А может быть, это какие-то, ну, обязательные выплаты, которые вы получаете ежемесячно. Но вот так интересно показали, что именно в пустой карман деньги падают. Наверное, у вас как деньги будут заканчиваться, либо уже закончились. И как раз денежка придет. Там не одна монета падает, там их много. Это тоже хороший знак. Здесь я вижу, что вы от чего-то откажетесь, как передумаете, либо в пользу чего-то другого откажетесь, как другой вариант вы выберете. Это правильное решение, и вы никогда об этом не пожалеете. То есть от намеченного плана вы отказываетесь и вот резко как в сторону уходите. Потому что в стороне у вас большая семерка. И меньше делать надо, и меньше вкладываться, и меньше стараться, но результат гораздо ярче, чем то, что вы там заранее запланировали, либо вам там заранее рассказали. Так, еще хоровод. С кем-то в хороводе вы будете ходить. Это люди объединяют усилия для того, чтобы что-то добиться, либо друг друга поддержать. У вас хоровод, он небольшой, но там вот прям самые сильные собрались. Сильные, достойные. И вот как-то вот как все вместе прорвете. Либо все вместе, вот как единым фронтом выступите и свое от жизни возьмете. Вас немного, как нас немного, но мы в тельняшках, да, вот приблизительно из этой серии. Еще здесь показан человек, который не смотрит в глаза, но не смотрит в глаза не потому, что виноват перед вами, а потому что боится посмотреть вам в глаза, не выдержит и что-то может вам сказать. Вот как лицом к лицу столкнуться со своим каким-то тайным поклонником, ну, либо поклонницей, если смотрит меня мужчина. Человек будет делать что угодно, но только в глаза вам не будет смотреть. Вот. Знаете, что этот человек ваш тайный поклонник. И еще какая-то вот странная реакция. То ли покраснеет, то ли побледнее человек. Но вот вам покажется, что человеку плохо. На самом деле, да, человеку плохо, но от любви, а не от того, что вы подумали. Вот как столкнетесь, может быть, в лифте, да, будете вместе ехать, либо вот как-то единовременно в одну и ту же дверь входите, либо кто-то входит, кто-то выходит из вас. В общем, вас очень удивит то, что человек себя так ведет, и вы подумаете, что человеку плохо. На самом деле, этот человек ваш тайный поклонник и давно в вас влюблен, либо влюблена. Вот, как-то можете рассмотреть, либо наконец-таки вы поймете, кто ваш тайный поклонник, либо тайная поклонница. В общем, интересно, вот вам прям запомнится это событие.
Так, на работе какой-то праздник, либо праздничное мероприятие. Может быть, кто-то будет проставляться, да, день рождения у кого-то. Как готовиться будете, либо помогать в подготовке к этому мероприятию. И еще показано, что у вас как-то на работе спокойно будет, спокойно. Либо какого-то главного скандалиста не будет, либо скандалистки, либо как-то клиентов меньше будет. Вот спокойные дни, размеренные спокойные дни. Нет напряжения. И если вы работаете сами на себя, то еще какое-то обучение начнете. Либо, как самообучение, может быть, какие-то курсы, да. Вот как развиваться будете. Вам будет очень интересно, много нового узнаете, то, чего не знали, либо даже не догадывались. Может, какие-то методы, техники, да, вот прям интересно, прям втягиваетесь, показано. Так, прогулка. Что это у вас? Вас кто-то вытащит на прогулку, либо устроит вам какой-то вот прям день, где вы сможете пойти там погулять, может, в парк. Да, вот какая-то красота я вижу. Вы человеку сначала как отказываете, говорите, да мне некогда, да я не хочу, я хочу отдохнуть, я выспаться хочу. А потом, когда эту красоту видите, вы такая, ой, спасибо тебе, что вытащил меня, да. Вот как-то у вас резко меняется. Природа как будто бы заряжает вас. Но мне идет как открытое пространство. То есть это какой-то парк, может быть, лесопарк. Но вот прям природа вас порадует своей красотой и сил вам придаст. Вот хороший знак вышел. И еще здесь показано, что как-то сверху вам руку спускают, да, руку помощи, либо руку поддержки. Вот как руку спускают. Это приятный момент, но у вас как трепет идет. Может быть, какие-то начальники, может быть, какие-то властимущие люди. Вот как руку вам подают. Либо за руку с вами здороваются. Очень приятно будет. Приятно, неожиданно, своевременно. И плюс еще какая-то польза от этого события идет. Не могу сказать, что это, прям венце показано. Вот как уверенность, наверное, у вас появится. Либо действительно вы обратите на себя внимание нужных людей. Как-то так. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.